дворянских фамилиях на сегодня около 200 достоверно установленных тюркских фамилий с тюркскими корнями. Но это все знаменитые русские роды и люди. Из этих родов вышло немало прекрасных русских людей, творцов, поэтов, ну, знаменитые Аксаковы. Если у дворян или бояр был прародитель татарский князь, ну, у него предок Кара-Мурза, черный князь в переводе, потому что Кара — это черный, а Мурза — это князь татарский. Поэтому он, Карамурзин, стал Карамзиным. И если мы проедемся по Верхнему Поволжью, ну, Нижнее Поволжье и Среднее Поволжье законно принадлежит тюркам, это их родные исконные земли, да. А Верхнее Поволжье заселено, в общем-то, русичами. Но, тем не менее, там много черезполосных мест, где живут татары, и где остались топонимы, названия, которые говорят о том, что здесь, так сказать, прошла татарская конница или нога ступала тюрок. Даже, может, не татарский, может, а тюркский, это тоже разница? Или именно татарский, как это? Ну, здесь, скорее всего, конечно, мы имеем дело именно с татарскими корнями, потому что вот такой контакт у нас, нашего дворянства, элиты, был именно с татарскими, с казанскими татарами. А вот наш любимый Саратов. Это же фактически тюркское название Сааратау. Саарытау. Это желтая гора, желтый песок, там многозначная Тау-гора. Или Алтай наш, это тюркское название, Алатау, пестрые горы.